Всем привет! Вы смотрите передачу о ярких индивидуальностях и молодых талантах. На ваших экранах «Выше всех». В этом выпуске мы познакомимся с видеоблогером из Нефтекамска. Одно из его жизненных убеждений – это никогда не стричь челку. Уже интересно, правда? «Выше всех» – это мотивационный проект для подростков. Если ты ведешь активный образ жизни, занимаешься спортом, творчеством, а школа для тебя – это не только источник знаний, но и платформа для самовыражения, тебе к нам. Каждую неделю «Выше всех» знакомят с одним героем, парнем или девушкой. Эти ребята оставили свои заявки в нашей официальной группе ВКонтакте. В конце сезона путем зрительского голосования мы определим победителя. Ему вселенское уважение, космический респект, аплодисменты планетарного масштаба и, конечно же, от нас крутой подарок. Фотосет с классом и памятные альбомы. Будь выше всех, звезды всегда заметны. Привет, Лёш. Привет. Мне уже очень не терпится начать с тобой интервью, только из-за того, что ты не стрижешь никогда челку. Расскажи, с чем это связано? Я однажды смотрела такое аниме под названием «Токийский гуль», и меня один герой вдохновил, и я решил стать похожим на него. Почему аниме? У меня есть сестра родная, начала его смотреть, и меня тоже вдохновило, и я тоже начал. Это вся моя большая комната, это все мое. Вот, а так это мини такой маленький уголок, в котором я делаю уроки, занимаюсь. Я это все украшала, и вижу я так, что у меня должна быть так обустроено. Тут у меня различные аниме и моя картинка детства. Я вижу, что у тебя много всего связано с аниме, например, фигурки. Расскажи, откуда они и зачем они тебе? Мы с друзьями каждый год ходим на аниме-ярмарку. Она к нам не так часто приезжает, но когда она приезжает, мы с радостью бежим туда. Вот, там всякие товары из Японии, вкусняшки и всякое такое. Я вижу у тебя очень много разных значков. Скажи, как давно ты их коллекционируешь и сколько у тебя их? Ну, я, например, когда ходила на аниме-ярмарку, я должен по своей традиции хотя бы один значок купить. И это только маленькая часть, потому что у меня раньше было побольше, но они очень слабо держатся и они отваливаются. А как к твоему увлечению относятся твои одноклассники? К моему увлечению одноклассники относятся так, то что некоторые говорят то, что им не нравится, то, что я этим увлекаюсь. Они считают это глупым. А некоторые меня поддерживают и говорят то, что у каждого свое должно быть мнение. Сегодня я вам расскажу о том, что в нашем классе у нас технологии ведут дети. Получается, одноклассники и другие. Мы сегодня будем делать собачку. Вот это наша камера. Она показывает, что я делаю на большом экране, чтобы дети понимали, что надо делать. А какие у тебя оценки вообще в школе? У меня в прошлом году были много четверок и чуть-чуть пятерок. Какие у тебя любимые предметы? Мои любимые предметы – это рисование и математика. А почему творчество и точные науки? Чем тебя привлекает рисование? Рисование меня привлекает тем, что там можно… У меня есть целый почти час. Я могу сидеть и рисовать то, что я хочу. Могу нарисовать то, что мне по душе. А математика мне нравится тем, что там очень интересно. Мне нравятся все эти записи большие и размышления. Вот. И люблю доказывать свою точку зрения. Это у меня графика в виде пастели. Это графика в виде черного маркера. Это графика в форме обычного черного карандаша, а это в форме красок. Это чисто цветная. Я раскрашивала сначала карандашом, а потом все начала это раскрашивать. А что ты делаешь в свободное от школы время? Я веду свой канал на ютубе под названием Фуда-Фуда.
Вот. И когда я снимаю всякие видео, я их монтирую. Также играю в всякие игры. Как расшифровывается название Фуда-Фуда? Фуда-Фуда — это бог огня и мудрости. Когда создавал свой канал, я решил свой канал связать с Японией. Показать то, что мне Япония очень даже нравится. А что ты снимаешь на свой канал? Я снимаю влоги, снимаю, как я ездил в разные города, всякие интересные моменты. Также я снимаю всякие прохождения игр и всякое такое. С вас подписка, просмотр до конца и лайк. Давай! А ты хочешь уехать в Японию? Ну, если уж поехать, то не намного, потому что я не могу бросать своих родных надолго и хочу быть всегда с ними. Но я хотела бы, конечно, получить путевку туда и съездить. Ведь я много знаю о Японии, и мне кажется, если я туда приеду, я буду себя культурно вести. Я знаю то, что у нас в России не принято чавкать, а у них, если человек не чавкает за едой, то это обозначает то, что ему блюдо не нравится. А вот ты хочешь попасть в Японию. Ты знаешь вообще их язык? Ну, так чуть-чуть, получается. Можешь сказать какие-нибудь фразы? Ну, например, коничева — это доброе утро, кумача — это японский медвежонок. И я эту фразу услышал в аниме. Также с этой фразой много приколов сейчас. Она произносится так: «Омайва моу шиндейру». Это переводится, получается, «ты уже мертв». А также, если, например, в школе ученики сидят и спрашивают какой-то вопрос, они говорят «нани». Вот «нани» — это у них что? Принеси мою сумку, пожалуйста. Ага, делать мне будто нечего. Пожалуйста. Только не это. Она делает глаза, как у котенка. Нет, не поддавайся. Не поддавайся. Нет. Хорошо, я сделаю все, что ты скажешь. Здорово, спасибо. Ну, как это все произошло? Я знаю, что ты не только снимаешь, но и снимаешься на кружке кинематографии. Да, я снимаюсь на кружке кинематографии. Мне это очень даже нравится и увлекает. Мне там очень нравится тем, что там нас учат монтировать, снимать, и нас учат правильно, как можно говорить. Если бы не наш учитель, то меня б тут не было, потому что мой учитель меня обучил и меня отправил сюда. Сегодня мы проходим такую тему, которая называется хромакей. Всем привет, с вами Фуда-Фуда, и сегодня я вам хотела рассказать решение одной проблемы, которую многие... Чем ты еще увлекаешься? Я увлекаюсь также рисованием. Нашего учителя зовут Ольга Николаевна. Она нас учит рисовать разными видами. Например, вот это я рисовал масляными красками. Также она учила рисовать пастелью, обычными красками, карандашом и маркером. Получается, я не сразу раскрашиваю, а получается потихонечку вот так вот, с разных ракурсов. Я знаю, что одно из твоих увлечений – это снимать каждое путешествие. А где ты побывал? Я побывал в Казани, побывал в Уфе, в Ижевске, Екатеринбург, в Шепте, это такое море, и Голубицкое. Вот. Еще Анапа. Вот в этих... Сочи. Вот. В этих городах я побывал и всегда мечтал попасть в такой город под названием Москва. У какого твоего блога больше всего просмотров? Это блог, который называется «Мой день». Я там показываю, как я делаю уроки, прихожу после рисования, также там есть юмор.
Это камера, на которую я снимаю разные влоги, показывая свою жизнь и всякие различные челленджи. Вот. Это мой компьютер, через который я монтирую и играю. А как учители относятся к тому, что ты не стрижешь челку? Раньше, когда я затеяла это, у меня была маленькая челка, поэтому учительнице моей нравилось. Но потом, когда я ее не стриг, она мне говорила постричь, но я держался. Вот, я держался до самого последнего, и уже в конце года, когда мы пришли на 1 сентября, она мне сказала: ладно уж, останешься, типа, я победил. Как ты думаешь, какого о тебе мнения твои одноклассники? Также я говорю, бывают разные мнения, получается. Кто-то думает обо мне, наверное, плохо, а некоторые хорошо. Я этого узнать не могу. Мне нравится Алёша тем, что он крутой, красивый, умный, милый, веселый. У него очень классные идеи. Мне нравится Алёша тем, что он умный, затейник и он миленький. Алёша на математике не знает, как один раз задачу, если прочитает, не знает, как решить. А если еще почитает раза 2-3, то легко решит. Мне Леша нравится тем, что он четкий пацан и очень хороший друг. Голосуйте за меня, потому что... Спасибо, Леша, что приехал. Я желаю тебе удачи, чтобы твое количество подписчиков и просмотров выросло. Аригато. Спасибо, вам тоже аригато. Телезрители, у кого есть соцсети, пожалуйста, подпишитесь на канал Леши, следите за его клипами, челленджами и лайфхаками. А мы следим за теми ребятами, которые знают, чего хотят и достигают своих целей. Будьте выше всех, ведь звезды всегда заметны.